Значит, это карбюратор с Москвы 25 с регулируемыми топливными жиклерами. Значит, такой карбюратор шел на первые выпуски моторов Москва 25. Вот эта крышка не родная. То есть она должна быть металлической побольше. Это я просто такой сделал. И как можно видеть, два жиклера регулируется. Это на холостой ход влияет, а это главный топливный жиклер. Образно говоря, берем, наваливаем и его крутим. И смотрим по тахометру на обороты. И добиваемся максимальных оборотов. Да. И чуть-чуть еще. Все. Поэтому и предлагаю изучить конструкцию карбюратора. Сделать крутелочку. Она заостренная в виде иголочки. И тем самым крутишь, увеличивая или убавляя топливо. Тем самым эта иголочка заходит в жиклер, либо выходит из него. Вот и все.